Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о краже из алкомаркета на улице Патриса Лумумбы в Казани. Ты здесь как живешь? Это твоя комната? Нет, я снимаю. И задержание подозреваемого по горячим следам. Покажем пожар на заводе железобетонных изделий. Техника наша вот эта вся, мы технику убирали, чтобы пожарные могли потушить. И массовую аварию из-за горячих полей в Заинском районе. Чинить нулевое видение. А также задержание водителя с признаками опьянения и нестандартными государственными номерами. Не снимайте, я против. Это и не только. Прямо сейчас. В прямом смысле слова по горячим следам нашли и задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина алкогольных напитков на улице Патриса Лумумбы в Казани. Около полуночи в нем сработала сигнализация. Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования охранного предприятия увидели, что стеклянная дверь в торговый зал разбита, а вокруг все в крови. И тут же сообщили обо всем в полицию. А что, видели? Мигалку. Андрей, как он представился, бывший прапорщик, не смог остаться равнодушным, когда у любимого магазина увидел полицейского. Ставил на плиту чайник, когда заметил суету у входа в алкомаркет. Тут же выбежал на улицу в надежде помочь. Перехватить может, куда он скрылся, хоть перехватить. Он знает тут каждый миллиметр площади, все дома и почти всех местных жителей. Работу выбрал себе также полезную и с людьми. Я помогаю дворнице. Плюс 42-й, 62-й, поликлиника. Понятно. 38-й еще ведра таскаю. Это, просто моем подъезды. То есть здесь всех знаете, да? Сегодня Алена была. Первыми к магазину по тревоге прибыли сотрудники частного охранного предприятия. В полночь сработала охранная сигнализация. Стеклянная дверь была разбита, вокруг все в крови. Обо всем тут же сообщили в полицию. Добровольный помощник оказал содействие, проводил наружный осмотр места происшествия. Стражи порядка картину восстановили быстро. Почти все части пазла были на месте. Обломок кирпича на асфальте, осколки на входе в магазин, кровь и отпечатки на ручке двери. К последней подозреваемому в краже вели горячие следы. Его нашли по каплям крови, ведущим к одной из комнат соседнего дома. 50-летнего подозреваемого там же и задержали. Вызвали скорую помощь. Врачи и обработали ему рану на руке. Ты здесь как живешь? Это твоя комната? Нет, я снимаю. Мужчина признался, что за жилье платит 12 тысяч рублей в месяц. На любимые напитки, видимо, хватает не всегда. Поэтому и решил взять 2 бутылки сам и без спроса. Подозреваемого в краже доставили в отдел полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Неадекватный мужчина вечером стал крушить подъезд одного из домов на улице Краснококшайская в Казани. Он разбил стекло, стал ломиться в одну из квартир. Ему не открыли, и дверь он стал пинать. Хозяева вызвали полицию, но сдаваться просто так мужчина не собирался и оказал стражам порядка активное сопротивление, из-за чего и получил струю из перцового баллончика. 34-летнего мужчину после этого задержали и доставили в отдел. Владельцы квартиры, в которую он ломился, писать на него заявление не стали, но за неповиновение законному требованию сотрудника полиции на него составили административный протокол. За это ему грозит до 15 суток административного ареста. Песни собутыльника стали причиной его собственной смерти. 44-летний мужчина до смерти избил своего 60-летнего знакомого. Следователи установили, что мужчины выпивали. Пенсионер стал распевать любимые им песни. Это не понравилось злоумышленнику. Он накинулся с кулаками на знакомого. А когда увидел, что тот перестал подавать признаки жизни, просто ушел. Соседи через открытую дверь увидели бездыханное тело и вызвали полицейских. Последние задержали предполагаемого убийцу в тот же день. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.
Пожар вспыхнул вечером на заводе железобетонных изделий на улице Аланецкого в Казани. Пламя быстро охватило несколько десятков квадратных метров производственного помещения. Полыхала в основном изоляция проводки и деревянная обрешетка кровли. Больше гореть там было нечему. Все остальное – металлические конструкции и бетон. По соседству буквально за стенкой от горящих помещений стояли десятки грузовиков. Их едва успели отогнать. Техника наша, вот эта вся, мы технику убирали, чтобы пожарные могли потушить. Ну, была опасность, конечно, техника же на газу ездит. Нам технику свою спасать надо. Пожар тушили сразу с нескольких сторон и сверху. Пламени не дали распространиться на соседние базы, а вскоре открытое горение было ликвидировано. Теперь дознавателям предстоит выяснить точную причину возгорания. 8 автомобилей столкнулись на трассе между Заинском и Альметьевском из-за горящей травы. 2 человека в результате столкновения получили переломы, еще 3 отказались от госпитализации. Видимость на этом участке трассы была практически нулевой, дорогу заволокло плотным дымом. Разбитые автомобили полностью заняли проезжую часть в одну сторону. Поэтому остальным участникам дорожного движения пришлось выезжать на встречную полосу. Вообще нулевое видение. Мать! Нулевое же видение же было. Ну что ж ты торопишься? Ну надо было тормозить же. 26-летнего водителя «Лады Гранта», управлявшего автомобилем с признаками опьянения и подложными номерами, задержали автоинспекторы на улице братьев Касимовых. Фактически он сдал себя сам. Как мог, привлекал к себе внимание. Заехал на автомойку, включил музыку на полную громкость, чем вызвал недовольство жителей соседних домов. Стекла машины были в цвет кузова черные, причем совершенно все. Обращал на себя внимание и номер. Вместо традиционных цифр и букв на регистрационном знаке была его фамилия. Не снимайте, я против. После задержания привлекать к себе внимание водитель этой «Лады» больше не хотел. Но буквально за несколько минут до этого он делал все, чтобы взгляды окружающих были прикованы к его автомобилю. Около полуночи заехал на мойку, чтобы грязь и пыль не скрывала такую красоту. Там и машину, и водителя хорошо запомнили. Пока мыли автомобиль, включил музыку на полную громкость, чем вызвал недовольство жителей соседних домов. Музыка была так, колонку у нее там большие саундфер, полный саундфер. Стекла в цвет кузова черные, причем все, включая лобовое, а вместо традиционного номера – фамилия. Номера нету, там есть фамилия, без номера, фамилия. Так, Джон, так, фамилия, без номера. Салахов – фамилия водителя. 96-й не регион, а год его рождения. В июле ему исполнится 27. Этот номер он снял сразу после остановки и поставил тот, который ему выдали в автоинспекцию. Но это уже является вождением с подложными номерами, за что предусмотрено лишение водительских прав на срок до 1 года. При этом мужчина отказался и от экспресс-теста на наличие алкоголя в организме, и от медицинского освидетельствования в больнице, что по закону приравнивается к вождению в нетрезвом виде и наказывается лишением прав на срок до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей. И теперь мужчину ждет суд, который и определит ему наказание. Рамиль Шайдуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Полицейские задержали курьера, который забирал деньги у пенсионеров и переводил их аферистам. В полицию Альметьевска поступили сообщения от 3 пожилых женщин. Они сообщили, что им звонили неизвестные люди и сообщали, что их родственники стали виновниками смертельных аварий. И от них теперь зависит, будут ли их родственники привлечены к уголовной ответственности или нет. Для этого нужны всего лишь деньги. Как мне объяснили, то, что это были, оказывается, ворованные деньги. Я воровал деньги у бабушек и переводил их другим людям. 16-летний парень уверял, что не знал о преступной схеме и свою к ней причастность отрицал. Он рассказал, что в интернете нашел объявление о подработке. Зарплата его вполне устроила. Деньги обещали немалые. Всего-то нужно было забирать пакеты по указанным адресам и находившиеся в них деньги переводить на счет работодателей. Он забрал у 3 пенсионеров более 300 тысяч рублей. 7% оставил себе, а остальное перевел злоумышленникам. Полицейские узнали об этом после того, как к ним поступили заявления от жертв мошенничества. Они обзванивали пенсионеров и говорили, что их близкие родственники якобы стали виновниками смертельных ДТП. Злоумышленники уверяли своих жертв в том, что виновников можно спасти от уголовной ответственности за определенную сумму денег. Пенсионеры отдавали все свои сбережения курьеру.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Меру пресечения несовершеннолетнему курьеру назначили обязательством о явке. Остальных злоумышленников сейчас устанавливают. Сирина Захапова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.